У нас передача, как называется, «Культурная эволюция», да? Я ведущий, да, ведущий этой передачи. И я хотел вот поздравить еще раз вот Туяра Мако и Ирину Олана с великолепным зрелищем, удивительным искусством театра Кюнсю. Хочу обратиться к Ирину Олану вначале, да? Как вот как он себя называет, Ирин Олан, пусть скажет по-китайски или по-якутски, как он говорит? 他想考察你一下的是，要不你再说一下这个 как Имя свое сказал, героя своего. 哦，你这个英雄的名字叫什么？ Кто? Юрун Улан. Ирин Олан. Ирин Олан. Юрун Олан. Окей. 这个正确。 Туяра Мако. Туяра Мако. Туяра Мако. Юрун Олан. 越来越好，谢谢谢谢。 Но мы пожелаем вам успеха этого спектакля, когда вы выйдете на зрителя. Уже сегодняшний зритель очень хорошо принял вас. Спасибо еще раз. Сиси. От всего якутского искусства, от всего народа Сахам, от всего народа Сахама благодарим, что вы дали дыхание, новое дыхание нашему эпосу.
постановка и вообще вот этот эпос, он сам по себе очень, как, ну, мифологически старый, что ли, или древняя такая пьеса. Получается, для нас это уже такое достояние. Во-первых, у нас тоже культура сама по себе древняя, то есть китайской оперы, и сравнивая вот эти две культуры воедино, как бы получается такой неплохой культурный обмен. Чувствуется, что артисты просто летали, они с таким вдохновением работали. Потому что мы со своей стороны приложили массу усилий, постарались и выложились на все 100. Кого он играл? Как он воспринял? 在这个剧目中演的是乌苏塔克， Это 新 для 鲜 меня 挺新， такая 然后感觉这个 новизна 戏 абсолютно. 特别的好玩， И 好 играть 看， было 热闹。 интересно, поскольку это не традиционное, как бы не свойственно нашим китайским постановкам. Ну, довольно-таки неплохо получилось на первый раз. Я Это заметил角色по игре 就是 актеров, как все себя 为 держали 我 на 打 сцене, 造 как 似的， бы 演的 был 特别 совершенно 的 какой-то 游 новый 刃有 подход, 余。 новые ощущения, Мгм. какое-то творческое взаимодействие. Кругозор расширился, во-первых. Вы довольны? Нанима. Этой ролью и как сам держал, можно сказать, не очень. Но буду стараться стремиться к 以后 этому. 慢慢努力还会更好的。 Это мировая премьера. Ну, как театральный деятель, я не помню, чтобы классический театр с возрастом почти 700 лет взялся за эпос какого-то народа и через свою эстетику поставил такой красочный, такой яркий спектакль. И самое интересное, вот сидишь в зрительном зале и поражаешься, с одной стороны, простоте как бы философии Алан-Хо, но с другой стороны, глубине такой. И то, что Алан-Хо вдруг, даже проходя через такое странное, через сложное, для нас, например, для европейского такого глаза непонятное искусство пекинской оперы, все равно Алан-Хо обретает от сцены к сцене свою силу, свои крылья, и опять, как всегда, в финале взлетает, и наступает такая удивительная радость, потому что добро побеждает зло, и красота побеждает безобразие, и гармония побеждает хаос, и космос становится как бы вдруг воочию, вдруг обретает здесь свою силу. И наш Алан-Хо с этого дня вступает на новый этап, вступает на сцены мировых театров. И я более чем убежден, что и индийский театр, и корейский театр, и японский театр год от года вот через все эти театры, через эти мировые сцены наш Алан-Хо обретет еще большую мировую известность. Почти уже началась советская власть, и тогда уже шаманов не было. Практически то шаманов истребляли, и тогда через сон он вот сказал, что вот перспектива и судьба народа Саха какая будет. И в этом глобальном мире, где войны, распри и так далее, да, вот и будет развиваться промышленность, поток народа и так далее. А у них есть шаманы? Когда перед революцией у нас еще было типа такого штука, а после революции теперь такого уже нету, закатили уже. 现在我们可能更相信于这个科学了，但是其实这种丰富的这种想象，这个巫师这种预言，其实还是很有意思的。 Сейчас мы типа как-то уже не верят в этого штука, ну как через типа шамана такого, то что по будущее это все равно это будет прям очень интересно будет. Шон шамана, вот спектакль, поставили впервые в Якутске в 2012 году. Сейчас, например, нас шамана уже нету, но все равно мы можно через типа как художника такого, через театр мы его увидим в настоящее время.
хорошо, что были субтитры, но на осмысление нужно время. Алексей Кулаковский, это наш классик, предсказал в 1912 году Вторую мировую войну и так далее. Вот все беды 20 века он предсказал. Нам надо быть образованными и держаться с русскими, тогда мы только не исчезнем. Об этом. Совмещение этих двух культур, древних и современных, показывает умение сценаристов и умение человека, который написал «Сон шамана». Спектакль «Сон шамана» показал всю глубину культуры народа Саха. Очень понравилась современная постановка спектакля. Даже нам, простым людям, все стало понятно. Очень хороший спектакль. Желаю вам успехов. Когда шаман камлал, дрожь была такая. Было ли у них такое ощущение? 这样的话，我们才能够真正说去丰富我们的真正去想，我们的想象。Конечно, есть. И то, что мы как тоже смотрим на эту штуку, потому что они же, когда артисты они показывают, мы на него смотрим, внимательны, как настоящий, похоже, например, на то, что мы тоже такая чувство есть. И такая культура нам тоже нравится. Как пионная беседка, и тут было это туярма. Да, то, что людям очень нравится такая культура тоже. Кроме красоты невероятной, в спектакле есть еще нечто, что называется дух. Борисов, когда закончил спектакль, все стоят на сцене, и он впереди, как какой-то главнокомандующий такой этого войска громадного, говорит: России, уруй айхал, Китаю, уруй айхал, и вся труппа там уруй айхал, уруй. То есть вот этот дух, который, я думаю, ну, просто вот действительно, особенно Европу, может быть, содрогнет. Особенно вот тот мир, который, может быть, уже чуть-чуть уснул. Потому что это вот такой, я сейчас так скажу, такую парадоксальную, может быть, фразу. Это завоевательский, миролюбивый дух.
культурную эволюцию снимает. Мира. Ничего. Да ладно, ничего. Вот. Я вот сейчас обращаюсь к Ян Фен. У нее какое ощущение? Мы не слишком много испортили от пьесы. 而且我感觉很精炼， И очень по-родному все получилось. 很美， Красиво. 尤其是时间非常的好，不长也不短。 И хронометраж, ну, то есть время очень хорошо подобрали, не длинно и не коротко, прям как надо. 感觉很美，我很喜欢。 Мне очень понравилось, спасибо вам большое, красиво. Когда пионовая беседка ден, это сахалыта сибекилях, кырдалга ден пьесага сürün ролу сарын ойнатыр. Кытайга кален Кытай улган эдгар ойнуден жакка болду. Кытайга. Амы тихи коракта. Ам дойдар тистара мустахиздерге. Онен бу кадда киян атыны. Кадда Михаил Ханахлы. Аллах. Эссе даңаннаттан сахалар хеге дебит культура бутнеме онтанда атын Сергей дойдуга маны көрдө туруп путитран эренебин. 开演出非常好，气氛。 Замечательное представление. Вы взволновали китайских зрителей, просто необыкновенное ощущение. Был удивлен тем, что очень детальное исполнение актерское. Обычно, да, если в таком представлении нет таких мелких деталей, сложно концентрировать внимание долгое время. А тут было все именно так, как надо, то есть было все в меру. Я как раз сейчас занят тем, что пишу пьесу на тему российско-китайской мечты. И сегодня у меня просто возникла идея, то, что нужно обязательно для этого театра написать такую пьесу, которая бы сплочала народы России и Китая. Гимн любви, да, это? 演得非常好， Да, 祝贺你 вы 们。 прямо, да, очень хорошо выступили. Знаменитый китайский художник, который нарисовал портреты и Лао Цзи, и Мао Цзэдуна, знаменитых людей. Вот он к нам пришел на спектакль, он нарисовал еще и для книги Николая Логунова «Хунские повести». Вот хотел я у него узнать, впечатления его какие. Очень хорошо. Был поражен тем, что, оказывается, уровень пения совсем другой, как он даже не ожидал, что так можно петь. И еще актерское мастерство он бы отдельно выделил, потому что он не ожидал, что можно так
выражать свои эмоции. И очень интересно то, что вот ударение, мелодика, это все очень необычно для китайского слуха. Например, в китайском языке сразу вот одно слово сказал, и все быстро прошло. А у вас говорит, то, что вот растянуто, то есть одно слово там очень тонкий человек. Он нашел некоторые схожести именно с монгольской нацией Китая. У Китаев есть очень великая нация, монголов тоже. Он некоторые вот сходства нашел в этом. У него есть такое тоже шедевр нематериального наследия, называется Уртынду. Долгие песнопения. Вот он имеет в виду это. Где-то Тоюк и Уртынды чем-то похожи. Вот он это отмечает. Вчера он еще в посольстве заметил, очень просто был поражен тем, что была певица оперного театра Голубом. И она пела сразу, пела сразу 4 голосами. Он это просто в шоке от того, что он услышал. В хорошем смысле. Когда меня нарисуешь? Он очень интересуется тем, чтобы взаимодействовать с художниками. Пользуясь случаем, хотела бы спросить, есть ли у вас какая-нибудь политика поддержку художников, чтобы они, вот китайские художники, могли поехать туда? Например, говорят, ну как вот идея, несколько художников китайских, ну, например, самых лучших 100 художников своей выставкой поедут в Якутию, а якутские знаменитые великие художники приедут в Китай. Вы как простой зритель, как ваше ощущение? Величие, видимо, искусства состоит в том, что сквозь вот эту другую трактовку, другую постановку до зрителя все-таки доходит основная мысль и основной сюжет, основная философия вот этих произведений, древних произведений, как якутский эпос и вот как китайская древняя легенда, которая сегодня, на мой взгляд, очень хорошо поставлена артистами театра Олонхо. Я бы хотел сегодня еще поздравить Степаниду Ильиничну и наших артистов нашего театра Олонхо с этим успехом. Спасибо. Через такие совместные проекты мы и осваиваем великую китайскую философию, китайскую эстетику, а они осваивают нашу философию, нашу эстетику. Поэтому мы еще раз благодарны Ян Фенг и руководству театра Кунцю, которые вот организовали вот такой интересный совместный проект. Мы имеем дело с двумя совершенно самобытными, совершенно самостоятельными явлениями духовной культуры народа. Истинная самобытность, истинное искусство, истинная культура, они действительно переделов не имеют и понятны, и приемлемы любому народу. В очередной раз я убеждаюсь в таланте своего народа. Да. И своего театра. И, поколение хорошее растет, он воспринимает все, и надо успеть нам меньше, это надо медленнее стариться, и это все надо успеть передать молодым. Достойная смена. Слезы лика, красно, там нельзя домой вернуться.
Очень хорошо. Не пение, танец. На сцене особенно как постановка. Да. Очень мне понравилось. Первый раз это необыкновенно. Раньше я хотя много смотрела, послушала, но это оперу. Но это самый другая, по-другому. Но очень интересно. И звук, и видеть, да? Все необыкновенные. Очень замечательно. Отличается от китайской оперы? Мы немножко похожи. Так масса, хор хороший, краска, свет, потом выражение. Ну, одним словом, у меня осталось очень крепко и хорошее, наилучшее впечатление. Вот. Незабываемое, потому что это совсем по-другому. Фантастика. Я очень рад сегодня принять участие в таком большом и новом для нас, для китайского народа, мероприятии. Для нас это совершенно новое познание культуры другого народа, народа Саха. Очень радует то, что наш китайский народ смог сегодня увидеть обильность и богатство культуры вашего народа. А также очень удивлены, что спектакль настолько масштабный, что зритель просто в приятном недоумении. Желаю вам от всего китайского народа процветания и успехов. Очень рада, что Китайская Народная Республика сегодня сотрудничает с такими народами, как Саха. Думаю, что организаторы и участники мероприятия полностью смогли передать смысл дружбы между двумя странами в мире культуры. Счастлив побывать сегодня на такой постановке, как «Князь Игорь». Очень рад увидеть сегодня заместителя председателя правительства Республики Саха-Якутия. Желаю дальнейших совместных проектов с нашей Китайской Народной Республикой. тебе, князь, а хозяин я твой, ты мне гость дорогой, так поведай же мне, чем же худо тебе.
славяне, но и среди тех и других они вроде бы противоборствуют, но среди тех и других, заметьте, среди славян есть и тюркские, и славянские, и даже какие-то кавказские, даже какие-то арабские лица. Борисов как бы сознательно вот делал из этого спектакля тот евразийский котел, в котором вот творилась наша история. Евразийский спектакль евразийского котла по существу половецкий, славянский, когда опять эта мешанина, этот котел, это варево, все живет, все прекрасно. А спектакль-то ведь он по существу все равно о чем? О любви. У нас буквально до вчерашнего дня здесь была довольно плохая погода, и об этом передавали даже по российскому телевидению, загрязнение воздуха. И такое впечатление, что наши якутские друзья привезли свежий чистый воздух. За это отдельное большое спасибо. Год литературы мы сейчас презентовали российскую повесть, перевели на китайский язык. В Китае вообще проявляют большой интерес к нашей литературе, тем более к литературе, отличающейся самобытностью. И далеко не каждое литературное произведение наши китайские партнеры берут в перевод, издают для того, чтобы донести до китайского читателя. Вот такое событие сегодня состоялось. Нас это тоже не может не радовать. Позвольте поздравить с Новым годом, пожелать вам, вашим семьям, близким, большим и маленьким, старшим и младшим членам семей счастья, благополучия, здоровья в новом году. И приезжайте к нам, мы всегда вам рады. Культура является площадкой, где можно объединиться, где идет интеграция, где идет соединение. В эти дни театры Синхуа объединились. Российская культура в лице основы российской культуры, русской культуры и ее части культуры народа Саха, культурой великого китайского народа. В 6000 километрах от Москвы, за полярным кругом, бьется пульс России, культура России. Республикой Саха-Якутия, задуманная еще 3 года назад с Андреем Савичем. В следующем году, летом, мы хотим обязательно приехать в Республику Саха-Якутия и представить свой спектакль «Туяр Мако». Наш обмен, наша дружба и наши совместные проекты стали еще больше и еще значимее для России в целом и для Китая.